Снаружи усиленные наряды полиции и машины Росгвардии. Внутри ингуши и чеченцы тепло приветствуют друг друга. Но все знают, где-то между ними пролегла незримая граница. Прошу встать. Конституционный суд Российской Федерации. Соглашение о границе в конце сентября подписали главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров, так как этой самой границы раньше не было. Но после этого жители Ингушетии вышли на протестные митинги. Они продлились несколько дней и нашли поддержку в других городах. Проживающие в столице нашей страны ингуши поддерживают вас в ваших законных требованиях. Мы горды за граждан страны, находящихся в городе Магасе, которые проявили высокую степень патриотизма, стали на защиту Конституции и справедливости. Против соглашения выступила часть ингушских депутатов. Они утверждают, их, депутатов, обманули, а мнение жителей Ингушетии не спросили. Массовая акция протеста в Ингушетии. Тысячи людей требуют проведения референдума по вопросу об изменении границы республики. По разным оценкам, в центре города собрались от 10 до 30 тысяч человек. Поводом для протестов стал законопроект о референдуме. Активисты хотели провести плебисцит по вопросу изменения границы Ингушетии с Чечней. Власти попытались законодательно запретить волеизъявление. Между полицейскими и протестующими произошли столкновения, в результате которых сейчас порядка 30 человек проходят по делу о беспорядках, и большинство из них находится под арестом. Собственно, за этим столом присутствуют адвокаты и родственники задержанных, которым хочу предоставить слово, и которые более подробно расскажут и об абсурдных обвинениях, и о сфабрикованных доказательствах, которые есть в деле, и допуске адвокатов, и других серьезных нарушений закона. Итак, это Вадим Клювгант, партнер, руководитель уголовно-правовой практики, коллеги адвокатов Pen Paper, Калоя Хильгов, адвокат, Мурат Беков, исполняющий обязанности председателя Совета тейпов ингушского народа, родственники Фердовс Мальсагова, супруга арестованного Мусы Мальсагова, и Асият Шихиева, супруга Бараха Чмурзиева, также находящихся. Большое спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение и пришли нас послушать, а также, наверное, и спросить, как мы надеемся, что у нас будет не только монолог, но и диалог. Я вместе с моим коллегой, адвокатом Алексеем Мирошниченко, являемся защитниками 4 обвиняемых по этому делу, как мы его называем, ингушское болотное дело. Я чуть позже объясню, почему мы такую аналогию проводим. В алфавитном порядке наши подзащитные Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Мальсак Ужаков и Барах Чмурзиев. Это 4 наиболее авторитетных и значимых, я бы так сказал, не в ущерб всем остальным, конечно же, фигурантам и узникам этого дела, человека. Почему? Потому что их следствие назначило организаторами всего этого, опять же, по мнению следствия, преступного деяния, в котором, по нашему убеждению, нет ничего преступного, а скорее о противоправности нужно говорить применительно к действиям самих репрессивных органов, а не тех, кого они преследуют. Мы работаем по этому делу с июня, то есть 3-й месяц. До нас дело само началось в марте, в начале апреля. События были в конце марта, дело началось в начале апреля. И мы присоединились к достаточно большой команде наших коллег из Ингушетии, из Дагестана, из некоторых регионов России, которые с самого начала осуществляют защиту всех. В общей сложности это более 30 человек привлекаются к ответственности по этому делу, к уголовной ответственности, которые проделали и продолжают делать очень большую и очень нелегкую работу. И мы, как я сказал, к ней присоединились в конце июня. Что можно сказать, сопоставляя ситуацию по этому делу
с ситуацией по известным гораздо в большей степени делам аналогичным, похожим, которые имеют место здесь, в Москве. И, кстати, я хочу сказать, что первый вывод – это то, что вот ингушское дело болотное, оно по своим масштабам беззакония, прежде всего, стоит абсолютно в одном ряду со всем тем беззаконием, о котором сейчас говорит вся Москва и вся страна, применительно к событиям, произошедшим здесь, в Москве. А кое в чем масштаб беззакония по делу, которое мы называем ингушским болотным, а мы именно поэтому его так и называем, потому что все по одним лекалам и более-менее по одним технологиям. Вот кое в чем мы видим там даже более жесткие проявления беззакония и так называемые новые технологии этого беззакония и произвола, которые отрабатываются на этом деле, и ясно, что если они отрабатываются, они потом будут применяться и в других местах нашей большой страны. Кстати, коллеги, которые работают на Кавказе, говорят о том, что это уже не в первый раз, когда при расследовании дел на Кавказе и вообще при всяких репрессивных мерах, принимаемых в этом регионе, отрабатываются какие-то новые методы преследования, и потом они тиражируются. В этом смысле дело показательное. Я не буду повторяться и говорить о тех вопиющих нарушениях, которые имеются в деле. Я имею в виду процессуальных и нарушений материальной части закона. Я немножко окунусь в предысторию всего этого дела. Если помните, все началось осенью прошлого года, после подписания соглашения. И когда Конституционный суд Республики Ингушетия признал это соглашение нелегитимным, если вы помните, протестующие приняли решение не продолжать акции протеста и разошлись. После этого была история с Конституционным судом, если вы помните, когда Конституционный суд фактически незаконно, но делегитимизировал решение Конституционного суда Ингушетии. И фактически произошло что? Произошло, что с точки зрения права Конституционный суд России не имеет права отменять решение Конституционного суда Ингушетии. И с юридической точки зрения, что бы ни было написано в решении Конституционного суда России, с юридической точки зрения эти два закона действуют до сегодняшнего дня. Потому что не имеет права в соответствии с регламентом Конституционный суд вмешиваться в деятельность Конституционного суда Республики, который в принципе не выходил за рамки своих полномочий. И по сути своей этот факт можно оспорить, и я уверен, что при объективном рассмотрении решение Конституционного суда России будет признано незаконным. Я представляю Совет выборов Республики Ингушетия. Этот совет – это самая влиятельная и самая представительная организация общественная в нашей республике Ингушетия. На наши обращения по поводу арестованных наших товарищей правоохранительные органы практически никто не реагирует. Так как смотрят на эту ситуацию правоохранительные органы, так как было это на самом деле, смотрим мы, участники этого митинга 26-27, это в корне разная точка зрения. По этому вопросу мы обращались во все буквально федеральные органы. Никто не реагирует. Посажены были эти люди в тюрьму по указанию бывшего главы администрации Евкурова. Это много раз публиковалось. Буквально указание было дано правоохранительным органам арестовать и посадить в тюрьму. И они исправно это сделали, и делают, и преследуют оставшихся членов Совета Дейма. Валсов, который сидит в тюрьме, он председатель Совета Дейма, а Ахмед Барахоев член Совета Дейма. И все буквально мы в той или иной степени
наказаны. Сейчас пришел новый глава администрации. Новый глава администрации Калиматов вообще не хочет с нами разговаривать. Он даже не хочет послушать нас. Что мы хотим, что этот народ хочет. На любую тему, кроме арестованных. У меня нет таких полномочий, как якобы такое. Но почему-то посадить у главы администрации были полномочия. А вот сказать, что законно, рассмотрите это по закону перед народом, дать такой ответ нынешний не может. Мы сюда приехали, это для нас непростое дело приехать в Москву. В больницу с большим трудом едешь. У нас нет таких недоходов, никто нас не финансирует. Существует совет тылов. На наши отчисления, на наши взносы прав спеть. Мы будем биться за своих друзей. Это даже не национальное, это вообще человеческая обязанность. Вчера рядом со мной сидел мой председатель, Ужахов Малсов, его обвиняют экстремизм. Лидера, председателя, самой влиятельной представленной организации общественной Ингушетии, его обвиняют. А значит, обвиняет и весь Совет Тыгов, и меня. А мы представлены Тыгов. Значит, всю Ингушетию. Экстремизм. Мы даже этого слова не знали никогда. Мы просто хотим свободно жить на своей земле. Ничего особенного. Разве это много? Помогите. Скажите. Забрали сразу же, когда я сказала, почему вы его арестовываете, они сказали, мы его не арестовываем, ведем просто поговорить. И все, и после этого он уже домой не вернулся. Куда отвезли, мы не знали почти 2 суток, где он находится. Оказывается, там же сразу его отвезли на вертолете, его, Барахоева, Ахмеда, Мусу Мальсакова, на вертолетах в Нальчике, как особо важных преступников. Я присутствовала на судебных заседаниях. Сколько адвокат задавал вопросы следователю, ни на одного вопроса ответа не получил. Следователь просто молчит, просто склонил голову так, что прокурор... Вот наш папа, а вот все мы. А, это вся ваша семья. И мы просим у Аллаха, чтобы он поскорее вернулся. Ложка – это ложка, ложка – сидите. Кошка – это кошка. Тряпка – это тряпка, тряпкой вытру стол, шапка – это шапка, оделся и пошел. А я придумал слово, смешное слово плюм, и повторяю снова плюм-плюм-плюм. Вот прыгает и скачет плюм-плюм-плюм, и ничего не значит плюм-плюм-плюм.